Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наши репортажи со всероссийских соревнований по танцевальному спорту, которые состоялись в нашем городе Якутске с 26 по 28 сентября 2025 года. И в сегодняшнем репортаже мне будет помогать комментировать мой сокомментатор Вячеслав Ефимов, тренер, руководитель спортивно-танцевального клуба по парам город Якутск. Добрый день, Вячеслав. Добрый день, Екатерина. Мы сегодня смотрим выступления всех пар в категории дети 1, дети 2, юниоры и взрослые. И сейчас начнутся соревнования в европейской программе. И вначале мне бы хотелось, чтобы ты поделился основным впечатлением по этим соревнованиям. Соревнования прошли на очень хорошем уровне. У нас приехали замечательные участники, очень хорошее представительство. У нас было 23 региона, 23 субъекта Российской Федерации участников. Это очень большой показатель для всероссийских соревнований, которые проводятся не в Москве, потому что в среднем достигает этот показатель где-то 15 субъектов. То есть то, что к нам приехали прям 23 субъекта, это очень дорогого стоит. Ну и мы начинаем смотреть выступления в категории «Дети 1». И вот в этой категории сколько лет нашим конкурсантам? В этой категории дети соревнуются в возрасте от 7 до 9 лет. Соответственно, они имеют уже спортивные разряды, дети в этом возрасте, для того, чтобы участвовать в всероссийских соревнованиях. И вот такие у нас подрастающие молодые танцоры. Чтобы танцевать на таком уровне, вот эти дети, как, если представить, да, с какого возраста они начинают заниматься танцевальным спортом? Как правило, танцевальным спортом именно как видом спорта осознанно дети начинают заниматься с 7 лет. Есть, конечно, программы подготовки у больших специализированных танцевальных коллективов, где подготовка начинается заранее, начинается с разного рода развивающих танцев, детских танцев, для того, чтобы приучить ребенка к работе, к дисциплине, к тому, что ему будет тяжело, потому что это действительно большой труд спортивный. А именно с 7 лет ребенок уже достаточно взрослый для того, чтобы осознавать свою работу. А вот здесь мы видим клубы из города Томска, Беллатрикс, Звездная линия, город Тула, Данс Профи, город Краснодар, школа Приоритет из города Омска, клуб Сказка из города Москвы и линия танца Барнаул. Сейчас был медленный вальс, первый, да? Я знаю, что это основа основ, дети начинают с этого танца. И сейчас начнется венский вальс. Чем они отличаются, эти танцы? Во-первых, венский вальс, он быстрее, соответственно, в связи с тем, что он, соответственно, быстрее исполняется, меняется механика движения, механика работы ног. Венский вальс, я считаю, что это такой показатель именно спортивный для танцевальных пар, потому что в нем минимальное количество разнообразных движений, нельзя выделиться какими-то очень сложными переходами, сложными связками, а именно приходится показывать работу ног, работу корпуса, сохранение позиции в паре, совместное движение. Это такой показатель именно технического исполнения танцоров. Мы видим, с каким воодушевлением и с каким достоинством танцуют молодые люди. Например, Александр Бушуев, Таисия Костромина из города Томска, пара номер 57. Как он осознанно ведет свою партнершу, вообще юный джентльмен. Что можно сказать про такой уровень?
Конечно, это очень нравится и зрителям, эмоциональное такое исполнение. И, конечно же, это влияет и на восприятие судейства, потому что когда ты видишь, что ребенок вовлечен, он слышит музыку, он выражает свое отношение к тому, что происходит через свои эмоции, конечно, это подкупает и при прочих равных условиях может стать дополнительным небольшим баллом для судейства. У наших юных спортсменов 3 танца в этой категории. Да, в европейской программе самый младший возраст они танцуют 3 европейских танца: вальс, венский вальс и квикстеп. Это у нас фокстрот. Быстрый фокстрот. Быстрый фокстрот, либо квикстеп, да, его называют. И вот в этом танце, мне кажется, вообще достаточно сложно, наверное, юным. Вот уже как бы шаги, продвижение по паркету очень большое. Здесь, да, возрастает скорость. Соответственно, нужно при увеличении скорости сохранять ритмический рисунок фигур, которые они исполняют. Есть шаги, которые мы танцуем медленно, есть шаги, которые мы танцуем быстро. И, соответственно, танцоры должны, не запутываясь, исполнять тот ритм фигуры, который заложен в их исполнении. И в этом возрасте определенные требования строгие достаточно к одежде, скажем, костюмам, да, спортсменов? Да, соответственно, в танцевальном спорте есть свои правила. Танцоры все, которые принимают участие в соревнованиях, должны ими руководствоваться. В частности, в правилах указаны разрешенные элементы костюма, которые можно использовать. Это сделано для того, чтобы в детском танцевании судьи не отвлекались на разнообразные украшения платья, то есть, больше были сосредоточены на техническом исполнении фигур. В частности, вот у девочек платья должны быть одного тона, без украшений, определенной длины. Вот. То же самое касается и мальчиков. Белая рубашка, черные брючки. Наши юниоры в группе «Дети-1» заканчивают свои выступления в европейской программе, раскланиваются с судьями и со зрителями. И сейчас мы видим таблицу итоговую. И первое место заняла пара вот номер 57 Александр Бушуев, Таисия Костромина, на которую мы обратили внимание, клуб «Белатрикс», город Томск. И вот город Тула, звездная линия, пара номер 64 на 2-м месте. И 3-е место Роман Фирсов и София Гапоненко. Судьями. И это танец «Медленный вальс». Итак, европейская программа начинается в группе «Дети-2». Это уже дети постарше. Это дети в возрасте 10-11 лет, соответственно, у них уже больше танцев к исполнению. Они исполняют 4 танца европейской программы, у них добавляется танец танго. Ну вот про медленный вальс мы начали говорить в той группе. Почему он является основой? Почему с него у нас начинается обучение спортивным танцам? Начинается с него, потому что на этом танце танцоры проходят, испытывают основные принципы европейской программы, которые существуют. Это и позиция в паре, и так называемое свинговое движение, работу стопы, работу колена. В общем, очень много элементов, очень много принципов, которые именно на этом танце они могут очень качественно проработать на своих тренировках. И это становится такой основой для развития остального танцевания. В этой возрастной категории в финал попали 2 наши пары. Это пара номер 84 Давид Ястребов и Ясмина Шакирова из клуба «Румба», город Ленск. И также пара номер 76 это Майбородов Яромир и Софья Шишмарева, мирнинцы, воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Поэтому, конечно, мы поздравляем наши пары, поздравляем тренеров.
Поздравляем, конечно же, самих спортсменов с тем, что им довелось вот попасть в финал всероссийских соревнований. Большое Это очень спасибо. дорого стоит. И далее Да, они конечно, сомневаются, это что очень спортсмены дорого также стоит. порадуют Я нас думаю, своим что для мастерством. ребят это очень хороший опыт потанцевать на площадке Дандо. с сильными, выдающимися парами России в одном финале. А, И мы наблюдали прямо во время соревнований за эти 3 дня, что дети, которые соревновались от первого дня к третьему, очень сильно менялись уже в процессе самих соревнований. Они насмотрелись очень сильно на ведущие пары, на взрослых, на молодежь, на юниоров 2, и очень сильно поменяли свой собственный танец, свое собственное восприятие, потому что они видели их даже не только на площадке и с ними соревновались, но и видели их за площадкой, как они разминаются, как готовятся к каждому выходу. Вот пара номер 75, Мирон Аристов и Диана Березина. Это спортивная школа Дельвейс, город Новосибирск. 77-я пара Степан Максимов, Аврора Гуляева. Это Локомотив, город Красноярск. И вот перед вами Никита Николаев и Богдана Стрепкова из Тулы. И вот это наши Давид Ястребов и Ясмина Шакирова, ленчане наши, которые попали в финал. И мы поздравляем прежде всего, наверное, их тренера, да, Татьяну Анатольевну Самохину, руководителя клуба «Румба» город Ленск, которая у нас является одним из самых опытных тренеров республики. Она у нас и одна из самых опытных, и ее опыт, он уникален, потому что город Ленск — это не просто как бы город, там, столица субъекта, это прям, город даже не является столицей, очень небольшое население, и в таких условиях воспитывать пары, которые успешно выступают на всероссийских соревнованиях, это очень дорогого стоит. И Она все на настоящий неё фанат, равняются. энтузиаст своего дела. Да, я думаю, что основной секрет именно в этом. Спасибо большое Татьяне Анатольевне за то, что она вот столько лет поддерживает уровень вот танцевального спорта в нашей республике. И столько детей она за все эти годы приобщила к этому прекрасному виду и является настоящим патриотом своего вида, своего города и своей республики. Вот до этого было танго. И вот танго тоже же считается такой, сложный танец для ребенка. Танго, да, это очень сложно, потому что даже в детском возрасте все равно оценки, критерии судейства, они остаются теми же самыми, и фактически дети соревнуются между собой в том, чтобы как можно взрослее станцевать тот или иной танец. Танго, соответственно, это очень взрослый танец, его нужно понимать не только сами принципы механики, движения, но и его состояние, его эмоции этого танца. Ну а перед вами венский вальс, тоже про который мы говорили, что это тоже такой строгий танец, на котором проверяется уровень пары. Вот перед нами пара 81. Это у нас гости из города Красноярска, клуб «Локомотив», Михаил Сафронов и Полина А Загвоздкина. сейчас квикстеп. И пары приступают уже к 4-му танцу, квикстепу. Быстрый фокстрот. Вот многие участники в кулуарах вот говорили о том, что у нас в Якутске был прекрасный паркет. Паркет у нас действительно очень прекрасный. Он был закуплен еще к играм «Дети Азии» для проведения международных соревнований в рамках игр международных. Это очень прекрасный спортивный инвентарь, очень хорошего качества. Фактически это наилучшее качество, которое возможно вообще не только в России, но и в мире. Наши специалисты, которые его изготавливают, это российская компания, и изготавливают они его на высочайшем уровне. Есть какие-то определенные требования к нему? Да, конечно, это должно быть очень качественное изделие,
Он разборно-сборный, но при этом при его сборке не проявляется жестких швов между плитами, которые уложены. Они фактически не имеют зазоров для того, чтобы танцоры могли при движении скользить по паркету, не зацепляться обувью. Вот сейчас мы тоже смотрим, что вот, ну, как бы столкновения иногда бывают, да? Не Да, часто, но конечно. бывают. И это наказывает судьями. Наказывается на самом деле преднамеренные столкновения, когда пара видела, что перед ней какая-то помеха, да, в виде другой пары, но продолжили свое движение там на полной скорости, произвели столкновение. Сейчас наши пары «Дети-2», европейская программа, завершает свое выступление. И в этой категории первое место заняла пара номер 75 Мирон Аристов и Диана Березина. На втором месте Степан Максимов и Аврора Гуляева из города Красноярска, клуб «Локомотив». И бронзовыми призерами всероссийских соревнований становятся Михаил Сафронов и Полина Загвоздкина, пара номер 81 из города Красноярска, тоже вот клуб «Локомотив». Вот места распределились таким образом. Паркете, друзья, под ваши аплодисменты поприветствуем достойнейших спортсменов. И следующая группа — это юниоры 1, уже дети постарше. Уже видно, что уже резко меняются здесь правила и условия. Плавно перейдем Уже к первому конкурсу у танца. партнерш мы видим красивые костюмы. Медленный Какой танц. возраст здесь? В этом возрасте участвуют спортсмены в возрасте 12-13 лет. Да, здесь уже костюмы немножко сложнее, чуть больше разрешается в данном возрасте. В частности, можно сочетать цвета. Платья могут быть разных цветов. У партнеров разрешается уже черная рубашка на европейскую программу, использование жилетов, дополнительных аксессуаров. Вот. Но в этом возрасте еще нельзя использовать блестящие ткани с эффектом мерцания. Еще нельзя использовать камни, имитирующие. В общем, все это регламентируется, да, очень строго правилами. Да, обязательно на соревнованиях есть заместитель главного судьи, который ответственный за соблюдение правил, в том числе правил костюма, правил использования танцевальных движений соответствующего уровня. Вот перед нами Владислав Платков, Александра Душина, город Саранск, клуб «Империя». Вот пара в черном. Это пара номер 180, Дмитрий Писаренко и Широкова Валерия, Red Fox, город Красноярск. Это Киева Егор и Левакова Дарья в черном, априори, клуб, город Долгопрудный, Московской области. 173 пара Филипп Далее. Георгиев и Алиса Васькова из Твери. Виденс. И танго. Очень красивый танец, эмоционально сложный. Макар Боровиков и Алла Бушуева, 172 номер, представляют город Северск, это в Томской области, клуб «Янтарь». Вообще я заметила, что в Красноярске, в Томске достаточно сильные школы. Из этих регионов несколько пар вышли в финал, потому что мы видим сейчас лучшие пары. Их на самом деле было больше гораздо, вот в этой категории. Сколько здесь было? Вот это финал, лучшие 6 пар, а до этого было еще полуфинал, четвертьфинал, 1/8 финала. То есть мы понимаем, что перед нами лучшие из лучших. Да, пары показали, конечно, очень хороший класс танцевания. Соревнования у нас начинались с отборочных соревнований, и те пары, которые попали в финал, они прошли большой отбор
И мы сейчас наблюдаем лучшие пары в этой возрастной группе. Пары, конечно, нас порадовали очень эмоциональным танцеванием. И это, конечно, поразило и зрителей. Да, для любителей танцев это был настоящий праздник. И вот вход был свободный, поэтому очень многие пришли с детьми. Много было людей из мира хореографии, много было болельщиков, много было... Вообще зрители очень тепло принимали танцоров, спортсменов. И это отметили и организаторы, представители ФТСАР, и сами участники, конечно же. Венский вальс. Вот что еще можно сказать про этот танец? Ну, сейчас у нас немножко меняется тенденция, что в венском вальсе теперь можно исполнять не только фигуры, которые основные венского вальса, но и в более старших возрастах уже можно использовать фигуры из других танцев, что же очень интересно выглядит, очень музыкально, помогает немножко разбавить такой монотонный тон данного танца, разнообразить фигуры, которые можно исполнять. Ну и этот эффект, он рассчитан, конечно же, и на восприятие зрителей. Сейчас вы можете наблюдать за парой 180, которые как раз для своих болельщиков немножко приостановили свое движение и показали им свои эмоции. То есть какая-то импровизация тоже оценивается, может быть? Ну, конечно, импровизация, самая лучшая импровизация — это очень сильно отрепетированные действия, которые никогда не поймешь, что они очень много часов провели в зале для того, чтобы сделать этот эффект. Такая кажущаяся легкость. Обязательно. То Вот есть как это раз тоже ценное. Вот как раз мы сейчас наблюдали момент, когда пара танцевала действие на месте, и вторая пара продолжала свое движение. Они на основе своего опыта вот увидели, что пара перед ними замедлилась, приостановили свое движение и как раз-таки не допустили столкновения. Медленный фокстрот. А еще вот меня всегда интересует то, что вот треки бывают совершенно могут быть неожиданными. Не те, что ожидали там сами спортсмены, не те, под которые готовились, или это не имеет значения? В целом это, конечно, не имеет значения, потому что пары, когда готовятся, тренируются, тоже, соответственно, тренируют свой танец под разную музыку, не одну и ту же. Вот. А на соревнованиях это прям отдельный, наверное, такой культ главных людей, отвечающих за музыку, для того, чтобы создать атмосферу определенного турнира. Это вот специальная подборка музыки под специальные соревнования, чтобы она была уникальной, чтобы она была интересной, чтобы и танцорам было здорово под нее танцевать, выражать свой танец через какие-то новые интересные тенденции. Такое вот столкновение. Да, произошло. В данном случае пара двигалась спиной, их вина, можно так сказать, не настолько видна, потому что они действительно не видели, что сзади к ним приближается пара, да, и не могли предотвратить столкновение. Вот, поэтому судьи, скорее всего, по моему мнению, да, не должны были это зачесть как за нарушение дисциплины спортивной. И вот что касается треков, да, музыкальных сопровождений, это вот специально записываются, вот, потому что иногда бывает, что очень такая необычная обработка. Браво! Браво, друзья! Специально записываются, возможно, просто, как бы, может быть, я просто ни разу не сталкивался, но в основном очень много специализированных диджеев, которые под танцевальный спорт делают обработку популярной вот я музыки, про это, да, хотела узнать. какой-то узнаваемой музыки. Да, такое есть, и, соответственно, танцорам, как правило, это очень нравится, это востребовано. Вот тут в этом танце, вот это квикстеп, да, тут какой-то ритм же, да, вот есть свой определенный.
Это такой характер предка, наверное, данного танца, Чарльстона. То есть вся музыка написана с этим характером. В танцевальных движениях остался еще тот характер Чарльстона, который когда-то танцевали вот в 20-30-х годах 20 века. Ну, это очень такой танец, на котором обычно публика очень сильно оживляется, да? Потому что все-таки вальс, танго — это вот классические танцы. Сами вот танцоры квикстеп, тоже, конечно, да. к квикстепу подходят с определенной такой... Пристрастие. Да, потому что это фактически последний танец, который они исполняют. Это последняя возможность для кого-то улучшить свой результат, повысить, да. Выделиться. Выделиться тем, что они могут там, физуху свою показать, что они могут до конца поддерживать ритм, поддерживать позицию. Ну и продемонстрировать свое мастерство, потому что танец, я думаю, это сложный. Все-таки он какой-то вот ритм такой сложный. И с продвижением, достаточно интенсивным продвижением. И финал для категории юниоры 1 в европейской программе завершается традиционно поклон. И здесь мы уже видим результаты. Первое место заняла пара номер 181 Владислав Платков, Александра Душина из Саранска, клуб «Империя». 182 номер — это Пост Георгий и Ильина Виктория из клуба «Диамант», город Москва, занимают второе место. И на третьем Дмитрий Писаренко и Валерия Широкова, пара номер 180 из Красноярска, клуб «Ред Фокс». Прекрасный финал, просто прекрасные эмоции, и зрители, конечно же, в восторге, потому что это был на самом деле праздник. Мы переходим к первому конкурсному танцу. И на паркет выходят уже люди уже постарше, уже практически взрослые люди. Это тоже юниоры, ну, молодежь, так называемая молодежь, но юниоры возраста 14-15 лет участники. Здесь, соответственно, уже по правилам танцевального спорта это максимально разрешены все сложные костюмы, все украшения, которые разрешены в танцевальном спорте. Все равно, конечно, есть ограничения. Есть ограничения, они распространяются на все возрастные группы, и на взрослых в том числе, что нельзя, в частности, девушкам открывать лишние вещи. Вот. Нельзя использовать слишком длинный подол платья, чтобы было видно туфли, чтобы было видно наступание. И перед нами пара номер 166 Роман Шпаков, Анастасия Матанина с Красноярска. Пара номер 164 приехал к нам с клуба «Московия», город Москва, Александр Цюбко, Ксения Порошина. Очень красивое платье, эффектное. Пара номер 146 Савва Андреев, Маргарита Донская, город Новосибирск, клуб «Кристалл». Медленный вальс завершается первый танец. И страстное, эмоциональное танго. Танец танго. Соответственно, дети уже постарше. Те эмоции, которые они передают своим зрителям, уже более подготовлены. И туфли, я знаю, вот отличие от латиноамериканской программы, туфли у партнерш в европейской программе закрытые.
Да, для европейской программы партнерши используют закрытые туфли. Вот. Это помогает удерживать больше стопу при ее работе. У партнеров тоже туфли отличаются в этих программах. В И европейской фраки, да? программе более плоский каблук, 1,5 сантиметра максимально, а в латиноамериканской 3,5 сантиметра. Вот. И партнеры во фраках. Партнеры выступают в европейской программе во фраках, начиная с этого возраста. Это тоже создает такой достаточно взрослый колорит, наверное. Это традиционная, можно сказать, одежда для данного вида спорта. Конечно, люди буквально преображаются на паркете. И мне кажется, что этих молодых людей сложно будет узнать, за пределами, например, зала, да, если они ходят в обычной одежде. Я думаю, танцоров всегда можно узнать за пределами зала по осанке, по умению держать себя, преподносить себя. Но все-таки фраки они преображают. Ну, во молодых фраке людей, да, они выглядят прически, совсем уже как взрослые. музыка, сама атмосфера. Конечно же, такая дворцовая атмосфера. Настоящий джентльмен и леди. И мы напоминаем, что всероссийские соревнования этого года были посвящены Петру Ильичу Чайковскому, поэтому было очень красиво, что в музыкальном сопровождении звучали вот эти прекрасные произведения великого композитора, которые мы хорошо знаем по балетам, да, «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». И это придавало, конечно же, неповторимую атмосферу праздника, большого праздника. Дворцовая атмосфера царила под сводами спорткомплекса «Триумф» в эти дни. И, конечно же, трудно переоценить значение вообще этих соревнований, то, что они впервые в нашей истории прошли в городе Якутске. Да, конечно, это очень большое событие для танцевального спорта нашей республики. Фактически это у нас впервые такой прецедент, что Всероссийская Федерация согласовала и даже участвовала в организации этого мероприятия. Вот. То есть мы увидели не только как вот со стороны, но и изнутри, наверное, вот организаторы, да, как организовываются такие крупные события на таком уровне. Да, конечно, что тренерский состав и руководство Союза танцевального спорта, они получили колоссальный опыт при взаимодействии с исполнительной дирекцией Всероссийской Федерации в проведении больших соревнований, больших событий с привлечением высококлассных танцоров, которые приняли участие. Медленный фокстрот тоже такой особенный танец, который добавляет сложности в этой категории. То есть вот этот фокстрот мы не видели в предыдущих категориях. Танец. Медленный фокстрот начинают исполнять в программе танцевального спорта вот с предыдущей возрастной группы, с юниоров 1. Вот. Считается одним из самых сложных танцев в европейской программе. Он очень сложный по исполнению, по ритму, по характеру движения, потому что для того, чтобы двигаться в медленном фокстроте, нужно иметь очень сильные ноги, нужно управлять своим телом, позицией, вести свою партнершу в нужном направлении. Вот это самый сложный танец европейской программы, но и самый захватывающий, самый красивый. В этом финале мы видим воспитанников из клубов разных школ из города Красногорска, Московской области, из Новороссийска, Новосибирска, Красноярска и Москвы.
Практически это лучшие пары России. Да, Ну, а сейчас это я лучшие чуть-чуть пары России в этой возрастной группе. Они смогли добраться до нашей столицы северной. Вот. Порадовать наших зрителей своим танцем. А вот насколько вот жизнь вот спортсменов в танцевальном спорте, да, связана с разъездами? Вот какой у них насыщенный вот план, например, календарный выезда на соревнования, на турниры. Я знаю, что чуть ли не еженедельно некоторые пары участвуют, спортсмены. Потому что турниров много же. Да, турниров проводится очень много. Если посмотреть календарь соревнований Всероссийской Федерации танцевального спорта, то соревнования проводятся фактически каждые выходные. И по географии нашей страны, наверное, в каждом федеральном округе точно проводятся каждые выходные по нескольку соревнований. Соответственно, каждая пара, они совместно со своим тренером составляют свой календарный план, календарный график, потому что помимо всероссийских соревнований, они же еще участвуют в международных соревнованиях, как правило, и нужно корректировать свой тренировочный процесс, выделять время, когда мы готовимся к каким-то самым важным стартам и просто физически не можем принять участие во всех соревнованиях. Вот. С другой стороны, соответственно, расставляем мы может быть, не такие крупные соревнования для того, чтобы как раз-таки обкатать программу, посмотреть, что из элементов хорошо воспринимается судьями, что похуже, и скорректировать свой танец. Как ведь для любого спортсмена соревновательный опыт, конечно же, он бесценен. Незаменим для того, чтобы повышать свой уровень спортивный. Да, конечно. Соревнование иной раз может заменить месяц тренировок в зале за счет насмотренности, за счет примеров других спортсменов более высокого класса. Пары преображаются, получают дополнительную мотивацию к занятиям. И юниоры 2 завершают свое выступление. В этой группе первое место заняла пара номер 160 Ярослав Теплов и Дарья Афонина из клуба продвижения город Красногорск. На втором месте пара номер 147 Федор Баглицкий и Нонна Медведева, клуб «Эксклюзив» город Новороссийск. И на третьем месте Сава Андреев и Маргарита Донская, пара номер 146 город Новосибирск, клуб «Кристалл». Эмоционально. Ребятам, конечно, очень нравится массовый коллективный поклон. Это такая уже танцевальная традиция. Они специально готовятся, тренируют там свой выход, свою харизму. Это последний шанс для того, чтобы выделиться и показаться судьям с лучшей Ну вот стороны. этот, например, момент. Мы готовы приветствовать на паркете все танцевальные дуэты И данного финала в всероссийских состязания соревнований, друзья. вступают Уважаемые болельщики, взрослые самое время пары. подарить Это свои категория теплые, молодежь. яркие аплодисменты этим Возраст. спортсменам. Сразу же Здесь придать им принимают энергии для участие выступления, спортсмены ну и, в конечно возрасте от же, 16 до дать им 18 лет. чувства и подсказать Это им, уже что более если взрослая любить, категория. то Здесь мы видим, болеть что всей и душой и сердцем. ребята значительно старше, значительно Ведь это опытнее. все мы с вами. И, соответственно, их И мы плавно танец переходим к уже первому конкурсному более танцу насыщен данного финала. разными элементами, характерами, Медленный взаимодействием, которые они могут нам показать. Медленный вальс. Очень красивый танец, очень чувственный по-своему. Это классика. Пара номер 127. Ким Артемий и Егорова Екатерина. Звездная линия. Город Тула. Пара номер 124. Егор Буткевич и Нина Калинина. Город Саранск. Клуб «Империя». Перед вами
Пара номер 133 Глеб Пресняков, София Тюрина с города Саранска, клуб «Империя». Партнерша в белом пара номер 128 Максим Кулютников и Ксения Сулейманова из клуба «Априори», город Долгопрудный. Здесь, наверное, хотелось бы отметить костюмы, в которых выступают партнерши, потому что, наверное, для каждой партнерши это очень важный атрибут, который она использует в своем выступлении, и каждая партнерша пытается выделиться своим костюмом, уникальным. Вот, и можно сказать, что каждый финал таких соревнований — это, наверное, такое произведение искусства. Браво! Браво, друзья! Это был первый конкурсный танец. Мы плавно переходим к следующему не менее прекрасному танцу. Танго. Пара номер 132 Панин Андрей и Алиса Туленкова представляют город Санкт-Петербург Star Diamond. Пара номер 134, очень эффектное, красивое платье у Анастасии Кульпиной, партнер Матвей Рублев, клуб Московия, город Москва. Пара номер 130 это Лев Огорельцев и Валерия Подрядова из Челябинска. Я бы, наверное, хотел здесь отметить, что, как правило, к этому возрасту спортсмены определяются с программой, которую они хотят развивать дальше, и выбирают либо только европейскую программу, либо только латиноамериканскую программу. И, наверное, единицы остаются, кто тренирует обе программы, выступают в двоеборье, потому что это очень сложно, потому что нужно в рамках одного соревнования, в рамках одного соревновательного процесса перестроиться полностью с одной программы на другую. В тренировочном процессе, соответственно, тоже есть свои сложности, потому что нужно подготовить все 10 танцев к выступлению в максимальной форме, чтобы показать максимальный результат. Но я считаю, что соревнования от этого становятся только более захватывающими. Вот. За счет того, что те пары, которые выбирают одну программу, они становятся в ней более, наверное, погруженными в одну программу. А ребята, которые занимаются двоеборьем, они могут показать очень разнообразную и интересную, наверное, пластику, интересные характеры. Перед нами однозначно люди очень трудолюбивые, очень терпеливые, очень выносливые, очень сильные, потому что они дошли вот до такой возрастной категории. Потому что мы знаем, что в детстве очень многие занимаются этим видом, но не все доходят вот именно до этого возраста. Да, это одна из проблем, наверное, нашего танцевального спорта внутри республики, что ребята вырастают, заканчивают школу и уезжают поступать, и уже все свои успехи, да, если они даже продолжают заниматься танцевальным спортом, они проявляют уже не внутри нашей республики. Таких примеров очень много. Но некоторые из них возвращаются уже в качестве тренеров домой, на родину. Есть несколько примеров, много примеров. Вот твой пример. Ты воспитанник клуба «Реверанс», и сейчас у тебя свой клуб. Я, наверное, не такая репрезентативная группа, потому что я и не уезжал никуда. Вот, я учился здесь, в Якутии. Медленный фокстрот. И мы идем дальше. Медленный фокстрот – это середина программы.
Мы вот видим, что уже совсем другие эмоции. Игра уже тут присутствует, актерская, да, своеобразная. То есть очень важно, наверное, паре найти какой-то свой образ, определенный его образ, чтобы его сыграть в течение одного танца буквально. Да, еще и перестроиться вовремя на следующий. И фактически по щелчку пальцев уже быть совсем в другом образе, в другом характере. Да, пары очень сильно работают над тем, чтобы выделиться в большом количестве танцоров, потому что вот сейчас мы готовимся к участию в Russian Open Dance Sport Championship, который пройдет в Москве. И, соответственно, там сейчас будет рекордное количество участников в каждой возрастной группе. Больше 300 пар. Это больше 600 много человек, из которых судьи должны выбрать 6 лучших, 12 провести человек. их в финал. И вот только их распределить, соответственно, по местам 1 до 6. Вот все остальные танцоры остаются в отборочных турах. Ну вот судейская коллегия на этих всероссийских соревнованиях, которые прошли в Якутске, была очень многочисленная и очень квалифицированная. То есть приехали тоже люди, профессионалы настоящие. Да, судейский состав был на высочайшем уровне, соответственно, Всероссийская Федерация очень тщательно подходит к вопросу подбора судейского состава, производится аттестация судей в соответствии с правилами танцевального спорта. Тут судьи, которые судят всероссийские соревнования, имеют спортивную категорию судейства, начиная от первой судейской категории, заканчивая всероссийской категорией судейской. Все они проходят своевременную аттестацию, сдают экзамены, сдают прям показ фигур. И я хочу сказать, что вот можно поразиться и восхититься уровнем профессиональным наших спортсменов, потому что это мы видим только финал, а до этого еще был целый марафон, который проходит пары, то есть они вот с этой программой, вот 6 танцев, они выходят уже не первый раз, а за эти полдня, скажем так. Потому что до этого тоже же были, вот их отбирали из лучших. Поэтому можно поразиться, какой легкостью они порхают по паркету. И поэтому это, наверное, считается спортом, а не просто выступлением. Да, конечно, физические затраты очень большие. На крупных соревнованиях бывает так, что одна возрастная группа соревнуется даже не один день, а там, 2 дня растягиваются соревнования. То есть отборочные туры могут проходить безостановочно, пары танцуют, а это прошел там один отборочный тур, 1/32 финала, там из 300 пар отобрали 150 в 1/16 финала. И все начинается заново. Самые громкие и самые Вот. бурные аплодисменты, И уважаемые большие болельщики. соревнования очень трудно выдержать Финал всероссийских соревнований. от начала до конца, соответственно, до Категории финала юниорки 16, нужно еще 18 дотанцевать. Европейская программа была действительно И прекрасно молодежь исполнена. завершает свои выступления в европейской программе. По традиции, друзья, И конечно же, первое отдельный место в поклон этой нашим группе финалистам. заняла Готовятся. пара номер 133 Глеб Пресняков Давайте и же Софья встречайте Тюрина. Клуб самыми «Империя», громкими город Саранск. аплодисментами, друзья. Пара номер 128 занимается второе место. Серебряные призеры Кулютников Максим и Сулейманова Ксения. С города Долгопрудного клуб «Априори». И на третьем месте Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Клуб «Привилегия», город Челябинск. We kissed and clung together. Then Медленный вальс. Дорогие друзья, самая профессиональная, наверное, самая титулованная категория – это взрослые. Здесь какой возраст мы видим?
А, Взрослая категория, это считается в возрасте от 19 до 35 лет. То есть она самая, наверное, обширная по диапазону возрастному. То есть до следующей категории им сколько еще танцевать? Если Если после- 19 лет, то, соответственно, танцевать еще 17 лет. Еще можно 17 лет танцевать. Да. Ну, это практически профессионалы, наверное. Ну, профессионалы — это все-таки отдельная лига. Она прям выделяется Ну, то есть это внутри все-таки мы видим Всероссийской любителей. федерации. Да. Это все равно считается категория любителей. То есть у них есть все-таки некоторые ограничения по сравнению с профессиональными танцорами. Вот. Но можно сказать, что все танцоры, которые участвуют в крупных соревнованиях и имеют хороший послужной список в своих выступлениях, все эти танцоры, они занимаются тренерской работой, они помогают более младшим танцорам, делятся с ними своим опытом, своей информацией, уже, да, тренируют, но пока не могут быть официально тренерами являться, пока они выступают на соревнованиях, и не могут быть судьями на соревнованиях. Ну, наверняка среди вот этих пар, которые мы сейчас видим на паркете, очень много Танец. титулованных спортсменов. Танго. Да, конечно. Вот. Можно сказать, что у нас в России одна из самых сильных танцевальных школ, и до ограничений по участию в международных соревнованиях наша федерация занимала ведущие позиции во всех международных соревнованиях. Вот очень интересно, что вот под танго сделали даже знаменитое вот «Лебединое озеро». Это же музыка тоже Чайковского. Да, финал во Так взрослой интересно, это во взрослой вообще очень категории захватывающе проходил было. музыку непосредственно Петра Ильича Чайковского. Это был такая отдельный сюрприз для Да. зрителей, для танцоров. Просто мне кажется, что это вообще просто ну, что-то такое очень восхищающее, изумляющее. Ну, вот что «Лебединое озеро» может быть таким. Да, это очень интересно, что фактически мотивы, знакомые нам с детства, в такой интересной обработке. Пара номер 102. Это Баласян Араик и Татаринцева Полина из Москвы, клуб «Галактика». Пары демонстрируют такую определенную выдержку в своем выступлении. Пара 104. Журавлев Данила и Мария Гурьева из Москвы, клуб «Московия». Далее венский вальс. Потрясающие кадры. Ну, видно очень такой серьезный уровень. Это просто, наверное, уже уровень искусства. И не только спорта. Да, сейчас уровень мастерства взрослых танцоров очень сильно высокий. И при видеофиксации видно, как пары отрабатывают свои элементы до мелочей, все свои эмоции, весь взгляд, взаимодействие со зрителями. Это потрясающе, конечно, и производит неизгладимое впечатление на зрителей. Пара номер 103. Это Кирилл Ефременко, Екатерина Борисова из города Москвы, клуб «Атлант». Все-таки хочется познакомить наших зрителей. Пара номер 104. Данила Журавлев и Мария Гурьева из клуба «Московия». Пара номер 107. Потокин Данил и Промзелева Ксения из «Локомотива». Клуб «Локомотив», Нижний Новгород. Видно, что с уровнем пар возрастает и качество танцевания, и видно, что пары уходят от столкновений. Фактически мы видим, что они практически не сталкиваются
они уже отработали такие элементы для того, чтобы выходить из таких ситуаций, продолжать танцевать, импровизировать и тем самым как бы уходить от столкновений. Ну и, конечно же, Медленный фокстрот. платья, образы, прически, макияж, все работает на образ. И это, конечно, просто очень сильно впечатляет. Это большой праздник, огромное событие в жизни нашей республики, то, что такого уровня соревнований добрались до нас. То есть, мне кажется, что уже после этих соревнований уже должен начаться другой этап развития танцевального спорта в нашей республике. Конечно, да, мы ожидаем и положительный эффект от проведения всероссийских соревнований. Мы ожидаем большей вовлеченности населения в танцевальный спорт. Потому что танцевальный спорт — это все равно самый красивый из всех видов спорта. Очень гармоничный, очень, ну, можно сказать, что в принципе он доступен даже по сравнению с другими видами спорта, потому что клубы у нас есть, школы у нас есть в Якутске, и можно привести своих детей, чтобы ребенок приобщился к этому прекрасному виду, к этому миру, таинственному, красивому, захватывающему. И я думаю, что после нашего эфира тоже прибавится число поклонников танцевального спорта, потому что, ну, если посмотреть многие истории знаменитых спортсменов, великих людей, которые добились успехов, очень многое вот начинается именно с лицезрения этой красоты, может, просмотра Далее. какого-то телевизионного репортажа, картинки красивой. Да, конечно, я вот тоже сейчас вспоминаю, с чего начиналось все у меня в карьере. Да, это тоже телетрансляции Кубков мира в Кремле, всероссийских соревнований среди профессионалов, как мы сидели, там, болели, когда в год проходил там одна трансляция по центральному телеканалу. Проходила она там в 4 утра. Мы заводили будильник, специально под нее вставали, записывали на видеомагнитофон, обменивались записями. Это была такая... Доставали диски, записи, кассеты. Да? Это Уже. была отдельная такая... отдельное направление, наверное, общения танцорского между собой. А сейчас, конечно же, все это в открытом доступе, открытые источники во многих социальных сетях, на каналах, в интернете. Вот эту трансляцию полную, да, вот этих соревнований при желании, дорогие зрители, вы можете увидеть в ВКонтакте. Если вы зададите всероссийские соревнования по танцевальному спорту город Якутск, сентябрь 2025 года, то вы можете увидеть полную трансляцию и стать как бы свидетелями всех баталий, которые разгорелись на нашем якутском паркете. Потому что мы имеем возможность показать только финалы. И завершается, к сожалению, финал, к нашему сожалению, потому что смотреть это можно бесконечно. И мы хотим сообщить, что среди взрослых в европейской программе чемпионами стали Егор Романюк и Анастасия Пташинская, пара номер 108 из города Коломны, клуб «Баланс». На втором месте Ефременко Кирилл и Борисова Екатерина, пара номер 103 из клуба «Атлант» города Москвы. И на третьем месте пара из Санкт-Петербурга, клуба «Лидер» Егор Синельников и Валерия Криварчук, пара номер 110. Ну что же, дорогие друзья, вот мы подводим итоги, мы завершаем наши трансляции со всероссийских соревнований по танцевальному спорту. Мы благодарим Союз танцевального спорта Республики Саха-Якутия, президента Николаеву Людмилу Валерьевну. Мы благодарим наших судей, благодарим Всероссийскую Федерацию танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла, брейкинга России. И лично
президента Ирастову Надежду Викторовну за ту возможность приобщиться к такому празднику, к такому миру, к такому уровню. Спасибо вам большое. Спасибо, конечно же, всем тем, кто готовил этот репортаж. В эфире была национальная вещательная компания «Саха». Репортаж со всероссийских соревнований по танцевальному спорту. Спасибо, до свидания. Спасибо всем, любите танцевальный спорт, болейте за нас. Всем спасибо, до свидания. И, наверное, приходите заниматься. И обязательно приходите заниматься, приводите своих детей. Мы Можно научим самим их. заниматься, взрослые тоже у нас есть хобби-клубы. Спасибо большое, спасибо за внимание, до следующих встреч.